Друзья всем мира! Сегодня речь об исламе в Ногайской Орде. Алга. Ногайская Орда принадлежала к миру ислама и входила в систему мусульманских политических образований как ее полноправная и полноценная часть. Это было очевидным как для соседей, так и для самих нагаев. Из источников приходит такая оценка нагаями своего положения. А в нашей вере, в иных государствах, в мусульманских, все мусульманские государи нам верят, потому что в нас ложь не бывает. Источники столь же единодушны в том, что жители Ногайской державы держатся закона Магомета, а иногда уточняют, последуют магометанскому закону суннитского. Однако многие документы говорят о том, что господство ислама не было всеобъемлющим. Среди нагаев сохранились значительные пережитки домусульманских верований. На эту особенность мировоззрения нагайцев обращали внимание авторы конца 17-18 веков. В предшествовавшие же 3 столетия реликты язычества были еще сильнее. Нередко отмечались обряды жертвоприношения, не имеющего ничего общего с исламскими канонами, поклонение домашнему очагу, использование лошадиных черепов как 5 амулетов. В ногайском языке и фольклоре нередко можно встретить древние обозначения божеств – Кудай и Тенгри. Ислам стал широко распространяться среди кочевников Дэшты-Кипчаков в первой половине XIV века в эпоху золотоордынского хана Узбека. В конце XIV – начале XV веков мусульманизация Улуса-Джучи развернулась уже под эгидой Эдыгея. Он был очень активен на этом поприще и стяжал репутацию проповедника и благочестивого мудреца. Кроме Поволжья, в качестве исходного пункта появления мусульманства у нагаев в различных источниках фигурируют также Булгар, Багдад и Туркестан, но чаще всего упоминается Бухара. В хрониках и преданиях рассказывается, что основатель суфийского духовного ордена Накшабанди Багаул-Хак-вад-Дин направил из Бухары 366 конных шейхов в помощь Мухаммаду Шейбани, о котором мы говорили в прошлом выпуске, для обращения в учение пророка жителей Прииртышья, в том числе и нагаев. В местных преданиях к нагаям Башкирии, как они считали очень развратным и дурным мусульманам, знаменитый бухарский суфий Хаджа Ахмед Исави отправил своего ученика, и тот значительно преуспел в своем миссионерском служении. Бухарские и мавераннахарские корни мусульманства Ногайской Орды были хорошо заметны, давая о себе знать во многом, в том числе в составе ее духовенства. В целом Ногайская Орда была уже мусульманским обществом. Непререкаем был авторитет священного Корана, которым скрепляли международные договоры. В ногайско-русских отношениях и в соглашениях между мирзами и обычной была присяга на Коране, причем во время таких церемоний священную книгу как бы призывали в свидетели. В Ногайской Орде практиковался весь комплекс обязательных ритуальных обрядов. Во-первых, молитвенный ритуал намаз, обязательный для всех мусульман. Во-вторых, соблюдение ежегодного поста в месяц Рамадан. Он сопровождался праздничными молебнами, а дипломатическая активность МИРС в этот период заметно снижалась. В-третьих, паломничество в святые города Аравии, хадж. Нет сведений о том, ходили ли в Мекку и Медину мангытские высокопоставленные аристократы. В данном случае следует помнить, что длительное отсутствие в Орде правителя таила опасность нестабильности в покинутых владениях. Беклербек Большой Орды Тимур, внук Эдыге, в середине 15 века вознамерился было совершить хадж, но был отговорен своим придворным стихотворцем Шалкиеном и Теленшиуле, дабы не давать повода для междоусобицы. «Для правителя важнее облегчить участь обездоленных и униженных», — говорил поэт. «Таким путем ты, сидя дома, освободишься от грехов». Маршрут ногайского хаджа известен из рассказов астраханского юртовца, который ходил, как написано, по их мусульманской вере к Мекке для мольбы. Из Хаджи Тархана паломники направлялись в Козыев, Улус, а оттуда в Крым, где до 2 месяцев ожидали, пока наберется достаточная группа верующих. Из Крыма эта группа двигалась к турецким крепостям Подунавья – Керман, Джинкерман, Измаил и Килия, а затем к Стамбулу. Там в течение некоторого времени ждали подхода паломников с турских разных городов. Из османской столицы пешком за 6 недель преодолевали расстояние до Дамаска, а от него до священной аравийской области Хиджаз, скорой ездой днем и ночью на верблюдах 6 недель и 3 дня, потому что то место безводное. После месячного пребывания у святынь таким же путем возвращались в Стамбул и оттуда на родину.
Астраханская администрация еще с 1570-х годов вменялась в обязанность перевозить через Волгу пилигримов с Востока. В восточном Дашты-Кипчаке сохранилось много отдельно стоящих в степи мавзолеев из обожженного кирпича или грубо обработанного камня. Датируются они XIV и последующими веками, то есть периодом, когда сюда активно стал проникать ислам. Это семейные и одиночные усыпальницы кочевой аристократии. Такие сооружения назывались мазар или кагаине. Они, судя по дипломатической переписке, устанавливались над могилами биев, мирс и иногда их приближенных. Возле них устраивались поминальные тризны, по-нашему маджлисы или собрания с угощениями. Археологические и фольклорные данные говорят о существовании немалого количества храмов в Ногайской Башкирии последней четверти 15 века. Редкие сведения позволяют предполагать наличие мечети и на основной территории Орды. В 1553 году Мирза Белек Пулат просил Ивана IV строительные материалы для возводимого Божьего дома, а в 1564 году Мирза Дин Али поведал царю, что желал бы получить 100-рублевое жалование с тем, чтобы мне поставить в Сарайчике мечеть. Постепенно перемещаясь с казахстанских пастбищ к западу, нагаи концентрировались у Астрахани и сосредотачивали в ней свою религиозную жизнь. Уже в 1586 году существовала мечеть, в которую крымский царевич-эмигрант Мулат-Гирей ездил молиться, а мечеть от города меньше полуверсты. В 1620 году затеял строительство новой мечети в самой Астрахани нагайский сеид Сейф-ад-Дин, о чем известил царя Михаила Федоровича, чтобы, приходя, всякие люди про твое государево многолетнее здоровье Бога молили. Позднейшие нагайцы на Северном Кавказе практически не имели собственных стационарных мечетей. В XVIII веке у них еще сохранились какие-то кочевые молельни, а в следующем столетии они молились уже под открытым небом или, если стояли морозы, в своих жилищах. Авлия Чалеби передает, что нагайцы Черкесии второй половины XVII века в качестве мечети использовали огромное засохшее дерево, возле которого они собирались на молитву вместе с мусульманами-горцами. Информация о мусульманском духовенстве Ногайской Орды весьма фрагментарна. Известно, что среди них были сииды, муллы, хаджи, шейхи и хафизы. Социальная значимость духовенства определялась не только религиозными функциями, но и грамотностью этой части жителей Орды. В руках мулл находилась дипломатическая переписка двора бия, а клерки посольского приказа видели в них своих коллег. Говорят так: мулла по-русски дьяк. К тому же иногда муллы, сииды и хафизы входили в состав посольства или даже возглавляли их. В процессе дипломатических сношений роль духовных лиц заключалась в сопровождении своих патронов во время различных зарубежных миссий и выработке рекомендаций по ведению дел. Также сииды выступали в качестве гарантов соблюдения договоров. В источниках проговаривается, что и сииды у них, по их басурманской вере, думам их будут свидетели. В источниках промелькнуло сообщение о намерении сиида Сейф-ад-Дина всяк их нищих людей поить и кормить. При основанной им в Астрахани мечети, то есть на духовенство, возлагалась и функция благотворительности. Кроме того, грамотность теоретически позволяла духовным лицам вести какие-либо записи преданий исторических событий. Несомненно, также участие духовенства в выработке идеологии, касающейся правящей династии Ногайской Орды, в частности легенды о возведении рода Эдыге через святого проповедника Баба Туклеса к праведному халифу и сподвижнику посланнику Аллаха Абу Бакру ас-Сиддыку. Еще одна важная сторона деятельности ногайского духовенства, ее теневая сторона, это такая форма политической активности, как шпионаж. В имеющихся документах говорится, в частности, о разведывательной работе в пользу России. В 1581 году к мулле Джанкерди через посла было передано 5 рублей царского жалования с наказом последнему отдать тайно и заверить, что государю служба его ведома, и он бы государю вперед служил, а государево жалование к нему вперед будет без оскудения. На этом примере мы видим, что часть клерикальной среды Ногайской Орды действовала в интересах вовсе не собственного народа. Жалование, которое они просили, являлось вознаграждением за информацию. Конечно же, благосостояние их базировалось вовсе не на денежных подачках из Москвы, и, конечно, не все они были прикормлены государем.
Некоторая часть многочисленной духовной прослойки, в частности семьи сиидов, в конце 1610 года, только в Астрахани их насчитывалось 20, нередко обитала в кочевой среде, вела типичный для степных скотоводов образ жизни и также передвигалась по сезонным маршрутам. Тем не менее, профессиональные служители культа едва ли были многочисленны в Ногайской Орде, а также имели возможность и желание обзавестись стадами. Например, Делюк прямо указывает, что мусульманские богословы не живут между ними, так как не могут привыкнуть к их образу жизни. Сегодня, в начале 21 века, мы видим, что подавляющая часть тех, кто считают себя наследниками мангытского рода и Ногайской Орды, сохраняют исламские традиции. Друзья, обязательно поставьте лайк этому видео. Пишите в комментариях, какие бы темы вы хотели услышать в наших выпусках. И обязательно подписывайтесь на наш канал. С вами был Ренат Хабибуллин и Татары сквозь время. Ассаламу алейкум, сау булгас и до новых встреч. Пока.